Доброе утро, Якутия. Начинаем новый день, вторник, 22 августа на календаре. Это телеканал Якутия-24, НВК Саха. Утро Якутии в эфире. Меня зовут Павел Танин. И сегодня, как и вчера, вместе с вами наступивший день я встречаю. Ну и пытаюсь, конечно же, при помощи всех наших материалов, полезной, интересной информации зарядить вас на плодотворный и хороший день. Вот о чем будем говорить сегодня. Во-первых, тему августовского совещания поднимем вместе с нашей гостьей, министром образования и науки Якутии Ириной Любимовой. Считанные дни остаются до нового учебного года, так поэтому наши полезные советы по выбору правильной шариковой ручки будут весьма кстати. Расскажем, почему российские туристы заинтересовались отдыхом в Индонезии, а наши коллеги из Томодского филиала побывали на открытии 17-го фестиваля авторской песни «Берег дружбы», поэтому покажем, как это было. Также в студии ожидаем художницу Миру Аргунову, у которой в эти дни в Республике Алтай проходит ее 17-я персональная выставка «6 глаз». Все это и не только в ближайшие 50 минут, и также не забывайте про наш телеграм-канал, ссылку на него видите внизу, QR-код тоже внизу, чуть правее, отсканируйте его и попадете прямиком на наш телеграм-канал, где тоже много интересной информации появляется, даже такой, которая в эфир не попадает. Ну а прямо сейчас, как по традиции, начнем эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидрометцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 4 до плюс 10, в заречной группе от плюс 6 до плюс 13, в южных от плюс 8 до плюс 10, в Вилюйской группе от 3 до 5 градусов тепла, в Нижнеленских 6 градусов со знаком плюс, в западных районах от плюс 4 до плюс 7, в Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 5 до плюс 7, в Янских 2-5 градуса со знаком плюс, на северо-западе от плюс 3 до плюс 8. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 12 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный дул со скоростью 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков, ветер северный 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем прогреется максимум до плюс 19 градусов. Ну а сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага России. Важное политическое событие отчизны, которое с удовольствием отмечают верные своей родине граждане нашей необъятной страны. Далее давайте познакомимся и с другими датами сегодняшнего дня. На календаре 22 августа. Сегодня отмечают День государственного флага Российской Федерации. По народному календарю наступал День Матфея Змеесоса. На Руси с этим днем связывали жуткое поверье. Якобы в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко. Отсюда и прозвище святого. Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, а хозяйки придерживались обычая – доить корову в одиночестве, чтобы лишний глаз не испортил буренку. С Матфея приближение осени становилось очевидным. Воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. В этот день англичанин Уильям Шеперд запатентовал жидкое мыло и дал ему название «улучшенное». До этого жидкое мыло уже изобрели, но оно было очень густым и не пользовалось спросом. Шеперд придумал изготавливать мыло из листьев пальмы и порошка из оленьего рога. Такой продукт стал очень популярен, и в итоге за 6 месяцев, в течение которых Уильям Шеперд продавал свое жидкое мыло, он заработал около 25 миллионов долларов. Свое вещание начала независимая радиостанция «Эхо Москвы», российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция. «Эхо» впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года в Москве под названием «Радио М». Триколор утвержден официальным символом России. Придумал красно-синий-белый флаг император Петр Великий, который в январе 1705 года издал указ, повелевавший поднимать его на российских торговых судах. Царь сам нарисовал его образец и определил порядок расположения горизонтальных полос. В этот день родились Михаил Ярошевский, советский психолог и историк отечественной науки, профессор. Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст. Александр Демьяненко, советский актер театра, кино и телевидения, народный артист РСФСР. Марат Башаров, актер и телеведущий. Равшана Куркова, актриса. Именины отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан и Яков.
Ну, а в начале августа Якутия понесла невосполнимую утрату, не стало первого президента республики Михаила Николаева. Якутяне до сих пор продолжают чтить память своего духовного лидера. Бах, Моцарт и Чайковский звучат в здании Малой академии наук в память первого президента Якутии Михаила Николаева. В Актемсах, на малой родине первого президента, выступили артисты Государственной филармонии Якутии. И место, и программа не случайны. Малая академия наук была основана Михаилом Ефимовичем для развития детей республики. И в этом развитии он особое место отводил классической музыке. Мы все очень благодарны Михаилу Ефимовичу, который дал нам возможность, большинство всех музыкантов Якутии, не академические музыканты, они все выпускники высшей школы музыки, можно сказать. Это человек, который подарил нам профессию, да, можно сразу сказать, любовь, да, то есть любовь к музыке. И мы сейчас продолжаем, так сказать, его идею в этом зале, когда оно носит имя Михаила Ефимовича, то, конечно же, тут и ответственность, и вообще хочется показать плоды, так скажем, его работы, его трудов. Михаил Николаев говорил, что нет ничего важнее духовно-нравственного совершенствования человека. Он хотел, чтобы каждый ребенок в республике знал и любил классическую музыку и играл на музыкальных инструментах. Программа «Музыка для всех», открытие высшей школы музыки, хореографического училища всегда будут связаны с именем их основателя, первого президента Якутии. Татьяна Хомуксонова, Петр Егоров, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Ну а приближается новый 2023-2024 учебный год, и вместе с этим в сфере образования идет активная пора подготовки к новому учебному году, и ремонты завершаются, оснащение оборудованием происходит и так далее. И по традиции управленцы образования соберутся уже с сегодняшнего дня до 25 числа, будут проходить августовское совещание работников образования республики, которое сегодня, напомню, стартовало. Охватит более 400 участников, это мероприятие большое. А также будет организована онлайн-трансляция для педагогов на местах. И вот подробнее о совещаниях поговорим с нашим гостем, министр образования и науки Республики Саха-Якутия Ирина Любимова. Ирина Павловна, доброе утро. Доброе утро. Ну, в первую очередь, как правило, участвуют в этих совещаниях это и руководители образовательных учреждений, педагоги сами принимают участие. И в этом году, ну, не в этом году, вообще и федеральные какие-то эксперты приезжают. Вот поподробнее об участниках, кто будет, кто, может быть, из знаковых фигур будет присутствовать. Ну, еще раз доброе утро. У нас сегодня начинается традиционное августовское совещание работников образования республики. Здесь по традиции, конечно, принимают участие это руководители органов управления образования, муниципальных образований, директора школ, заведующие детскими садами, учителя, ветераны наши. Мы пригласили и других органов исполнительной власти, потому что у них тоже есть учреждения общеобразовательные, учреждения среднего профобразования, ну и, конечно, наши гости. Гости будут из, конечно, федерального центра, из Москвы, по, значит, проведению курсов повышения квалификации, по внедрению федерального государственного стандарта по общему образованию и по, значит, среднему профессиональному образованию будут наши гости. А также мы ожидаем тоже нашего гостя по, значит, внедрению федеральной системы «Моя школа». Вот. Это тоже очень важно по цифровизации образования. У нас несколько таких площадок будет для родителей, для наших учителей. Поэтому мы готовимся. Программа очень насыщенная и интересная. Ну, вот говоря про программу, наверное, в первую очередь интересно, какие темы в этом году будут в первую очередь обсуждаться. Я так понял, что цифровизация одна из ключевых будет моментов, новые образовательные стандарты, что-то еще. Да, у нас новое в этом году это то, что в системе дошкольного образования, значит, внедряется новая федеральная программа. Об этом будем говорить. В системе общего образования мы продолжаем обновление
установления федерального государственного стандарта. Мы готовим наших учителей и по новым учебникам. Новый учебник истории, 10-11 класс, который мы уже получаем в эти дни. И, конечно же, воспитательная работа. У нас единое образовательное пространство обучения и воспитания детей, движение первых, вот, навигаторы детства, российское движение школьников. Вот это все темы, которые сегодня у нас обсуждаются на всех площадках. А также, конечно, изменения в системе среднего профессионального образования. Здесь будет, конечно, говориться о том, что тоже стандарт поменяется, и меняется уже который год, и вводится демонстрационный экзамен для всех выпускников. Это уже стало требованием. А также мы в программу в этом году включили много таких проектов, которые связаны с наукой. Школьная наука, вообще наука в целом в нашей жизни. Много таких интересных событий будет. Ну вот говоря про сами совещания в части их проведения, какие-то, может быть, нововведения в формате проведения в этом году предусмотрены? Да, в этом году мы каждый год ежегодно что-то новое придумываем. И в этом году сегодня мы начинаем фестиваль «Лето Саха» с движением первых. Мы этим летом провели интересные такие содержательные летние лагеря. Отработали у нас. Это единая воспитательная программа по всем летним лагерям, дополнительное образование активно у нас работает. И приоритет – это трудовое воспитание. Знаете, что в федеральный закон внесены изменения по трудовому воспитанию, поэтому трудовые лагеря в этом сегодня тоже в фестивале принимают участие. А также, помимо таких деловых площадок, мы в этом году в связи с годом педагога и наставника мы включили спартакиаду работников образования. Ну вот, говоря, вот вы сказали про детские лагеря сейчас, я так понимаю, эта часть программы именно совещаний предусмотренная для детей? Да, там будут дети, конкурсы будут, дети будут выступать, выставка «Мое лето» будет детских снимков, когда мы фотографируем наших детей, когда и дети сами фотографируют. Вот. Ну и уже подходя к учебному году, можете ли сказать, сколько в этом году пойдет первоклассников, переступят пороги школ впервые в жизни? Да, это очень замечательное событие, когда ребенок идет впервые в первый класс. Более 15 тысяч детей в республике у нас первоклассники. А в городе Якутске более 5,5 тысяч детей. Вот, мы их ждем. Школы готовы. Да. Школы готовы, и все у них получится. Да. И хотела добавить, что наш Илдархан, Эсен Сергеевич Николаев, для первоклассников приготовил тоже подарок свой. Это дневник первоклассника. Здорово. Я думаю, он понравится тем, кто впервые в школу идет. Ирина Павловна, спасибо вам, что пришли в нашу студию, рассказали о совещаниях. Надеюсь, они замечательно пройдут. Ну а мы сейчас прерываемся на короткую паузу, после которой вернемся в нашу студию и продолжим встречать этот день. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии текущего года вырос на 12% до 1,9 миллионов рублей, а на автомобили с пробегом на 18%. Отмечается, что чаще всего в первом полугодии 2023 года приобретали автомобили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, а также Краснодарского края и Республики Татарстан. Капитальный ремонт завершился в 11 средних образовательных школах Якутска. В 3 школах подписаны акты приемки работ. В 6 они находятся на стадии подписания. В 2 завершается устранение выявленных в ходе приемки недочетов. Дополнительные работы в школах номер 19 и номер 7 будут завершены до 25 августа. Всего в этом году капитальный ремонт проводится в 13 школах. «Мама-предприниматель» проект под таким названием стартовал в Якутске. Молодые мамы со всего региона отправляют свои бизнес-проекты на рассмотрение экспертов, после чего лучшие получают возможность пройти настоящую школу бизнеса. По окончании обучения женщины защитят свои проекты перед экспертами и успешными предпринимателями. Победительница получит грант в 100 тысяч рублей и путевку на федеральный этап. В этом году мы обучили специального тренера корпорации МСП для того, чтобы можно было нам проводить у себя в регионе данную программу. Победитель нашего регионального проекта «Мама-предприниматель», он получит
100 тысяч рублей. Это грант от фонда «Наше будущее». И, значит, получит возможность принять участие уже в федеральном этапе, где будет разыгрываться уже 1 миллион. За 3 месяца работы местного отделения движения первых в Нерюнгри уже есть результаты. С самого начала деятельность была направлена на формирование структурной сети. В образовательных учреждениях появились первичные отделения, которые поддерживают и помогают развивать движение. Главная задача Содружества детей и молодежи – дать возможность всем желающим реализовать себя в любом из 12 направлений. Присоединиться к движению может любой желающий. Наша задача прежде всего популяризировать движение, рассказывать о его возможностях использовать проекты в целях своей самореализации, в целях формирования команды, как можно интересно провести время с семьей, участвуя в проектах движения, и как можно действительно реализовать и индивидуальные, и командные проекты. То есть это очень много, то есть если вы откроете сайт и посмотрите, очень много движений, направлений, активностей по каждому направлению можно увидеть и поучаствовать. Концерт, велопробег и выставки. В Якутске сегодня отметят День государственного флага России. В этот день в Якутске на главных площадях города пройдут масштабные мероприятия. Это праздничный концерт, экскурсия по старому городу, велопробег, книжные выставки и многое другое. Праздничная программа с участием творческих коллективов образовательных учреждений Якутска в рамках республиканского фестиваля «Саха-лето» с движением первых стартует с 10 утра. С 12 дня на площадях Ленина, Орджоникидзе и Победы пройдет акция по раздаче лент в цвете триколора. Ну а в 5 вечера на площади Орджоникидзе состоится торжественное мероприятие «Флаг державы. Символ славы» с концертом, вручением паспортов и государственных наград, патриотическим флешмобом «Флаг Родины моей», а также раскрашиванием полотнища отпечатком руки в цвет триколора. Утро Якутии мы продолжаем, и сегодня в нашей рубрике «Книжная полка» разбираем очередную книгу. Это книга молодого научного журналиста Аси Казанцевой. Книга об основных биологических ловушках, которые мешают нам жить счастливо и вести себя хорошо. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» мы поговорим с вами о книге, которую написала научная журналист Ася Казанцева. Книга называется «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет делать нас глупости». Хотя название достаточно легкомысленное и больше подходит для желтой прессы, книга является хорошим представителем научно-популярной литературы. Автор непринужденно и доступным языком пишет о нейрофизиологии, эволюции, стрессе, о действии алкоголя на организм человека, о процессе превращения влюбленной женщины в малиновый сироп с точки зрения биологии и о других непростых вещах. Иными словами, увлеченно травит байки, незаметно скармливая нам изрядную порцию большой науки с долей здоровой иронии, забавными картинками и жизнеутверждающими тезисами. Стоит отметить, что автор имеет прекрасное чувство юмора, книга читается весело и занятно. Читателю, который не очень хорошо разбирается в науке, более понятной и полезной частью книги станет 3-й раздел, который посвящен недостаточно хорошей жизни. В нем автор объясняет, почему нам в ноябре тяжело жить и работать, как стресс влияет на иммунитет и что же делать с депрессией, бороться самому или обратиться к доктору. Для прочтения этой книги достаточно школьных базовых знаний в области химии, биологии, но дополнительные знания в этих областях сделают ваше чтение более интересным, поскольку вы глубже поймете суть описываемых процессов. Ну и закончить нашу с вами рубрику мне хотелось бы перефразировать название одной из глав. В книге, как и в эволюции, может все показаться простым и довольно циничным, но вместе с тем читатель может вынести из этой книги огромную пользу, заинтересоваться наукой, лучше понимать своего партнера и в итоге совершать меньше глупостей. Читайте книги, приходите в библиотеку.
Утро Якутии, утро вообще день начинает набирать обороты, он начинается, впереди мы еще много о чем будем говорить. Во-первых, узнаем, почему россияне начали предпочитать отдыхать в Индонезии. Поговорим вот о таком замечательном предмете под названием шариковая ручка, как выбрать ее перед учебным годом. Мне кажется, для всех родителей будет полезная информация. Ну и кроме этого, вот есть слово гвоздика и слово гвоздика. Вроде бы одно и то же, а на самом деле нет. Вот об этом подробнее поговорим чуть позже, а сейчас ненадолго прервемся. Собственно, о чем мы говорили, да, перед нашим небольшим перерывчиком, это вот гвоздика. Гвоздика есть и еще гвоздика. Вроде бы одно и то же слово, а на самом деле нет. Вот есть слово гвоздика цветок, а есть гвоздика непосредственно пряность. Общая производная у них это гвоздь. В чем же разница вот именно происхождения слов, узнаем в нашей традиционной рубрике «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Наверное, каждый, кто смотрел «Служебный роман», помнит сцену, в которой товарищ Новосельцев тайно дарил букет Людмиле Прокофьевне. И букет этот был из гвоздик. То, что это были гвоздики, совсем не случайно, потому что гвоздики были, наверное, самым популярным цветком в Советском Союзе. И причиной тому было несколько. Во-первых, гвоздики были самым доступным цветком. Они продавались практически круглый год. И купить их не было особых проблем. Правда, и цветовая гамма была невелика. Можно было чаще всего купить красные гвоздики. Иногда, правда, попадались белые и очень редко пестрые. А вторая причина – эта причина будет уже политическая. Как ни странно, но популярность гвоздики создали партийные работники. Именно они во время торжеств, праздников, возложения цветов использовали гвоздики, которые дарили ветеранам, женщинам и любым лицам при их награждении. Кроме того, гвоздика является символом мужества и борьбы. Поэтому, наверное, не случайно вождя мирового пролетариата изображают именно с гвоздикой в петлице. Надо сказать, что еще и гвоздика символизирует победу в Великой Отечественной войне. Поэтому этот цветок мы часто встретим на плакатах, посвященных Великой Отечественной войне, победе в ней. Но с гвоздиками более-менее все понятно. Но откуда же появилось это слово «гвоздика» и связано ли оно как-то со словом «гвоздь»? Здесь дело осложняется тем, что слово «гвоздика», как наименование цветка, имеет омоним, то есть слово, которое имеет одинаковое звучание, одинаковое значение, но совершенно не связано по значению. Словом «гвоздика» еще и называется пряность, цветки гвоздичного дерева. Слово «гвоздика» как наименование цвета пришло к нам от немцев из немецкого языка. Немцы называли гвоздику гвоздикой, потому что ее приятный аромат напоминал им запах пряности. А если посмотреть с точки зрения биологии, то гвоздика как цветок и та гвоздика, которую мы можем купить в магазине в виде пряностей, ничего общего между собой не имеют. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Шариковые ручки – одни из самых популярных письменных принадлежностей в мире. Сегодня этот аксессуар окружает нас повсюду. Готов поспорить, что одна из них прямо сейчас находится рядом с вами. Может быть, лежит на столе, в вашем кармане или сумочке. Одними из неоспоримых преимуществ шариковой ручки является то, что они просты в использовании и доступны. Но не все ручки бывают правильными. Наши полезные рекомендации помогут вам подобрать этот аксессуар, а именно полезной будет информация родителям, ведь самое время собирать ребенка в школу. Мы писали, наши пальчики устали, а теперь мы отдохнем и опять писать начнем. Смысл
этой школьной пятиминутки советских времен понятен. Но, по словам многих специалистов, лучше не отдыхать от письма, а подобрать правильную ручку. Иначе заболеть могут не только руки. Зачем серьезно относиться к шариковой ручке? Пишет их хорошо. Примерно так думают большинство из нас, но она не так проста, как кажется на первый взгляд. Неправильно подобранное пишущее устройство может привести к перегрузке мышц кисти и ее мелких суставов, к возникновению воспалительных заболеваний в области локтя, плечевого сустава, к боли в шейном отделе и в целом искривлению позвоночника. Положение ребенка к парте, например, да? Ребенок должен быть немножко ближе, но не слишком близко, чтобы именно локтевые суставы вот так опирались, чтобы ребенок не сидел вот так. И не слишком далеко, чтобы он вот так не опрокидывался. Расстояние должно быть между ребенком и партой на примерно 10 сантиметров, это среднем, чтобы предплечья, они были в таком положении, чтобы вот ребенок ставил предплечье параллельно вот именно к парте, и чтобы писать, держите 3 пальцами вот так именно, и не обволакивая направо, либо налево. Ровно должен ребенок сидеть посередке, чтобы не было сколиоза, нарушения осанки, либо каких-то других деформаций. Прорезиненная и трехгранная. Такая оптимальна для захвата. А чтобы не перегружать локтевой сустав, ее длина должна составлять 15 сантиметров, не больше. Хорошо, если ручка будет равняться толщине указательного пальца, а пальцу большому лучше не баловаться кнопкой. Такая привычка также может привести к неприятным последствиям. Лучше, если ее стержень будет открываться при помощи кругового движения. Держать пишущее устройство также надо правильно. В моей практике, 3 пальцами, например, наша учат в школе, да, правильно держать ручку вот именно вот так 3 пальцами, не вот так, а именно кончиком пальцев держать именно вот так, чтобы писать ровно и красиво. Не вот с серединой фаланги, не кулачком, не всеми пальцами, не 4 пальцами, не 2 вот так, а именно 3 и на кончиках именно. Теперь о материале. Безопаснее ручка металлическая, но она тяжелая и подойдет скорее для мужчин. Лучше всего, чтобы корпус ручки был сделан из прозрачного пластика. Если она почти невесома, плохо. Ребенок будет вынужден компенсировать малый вес сильным сжиманием в пальцах, а значит, быстро устанет. Разнообразие моделей и производителей оставляет большой выбор для пап и мам. В итоге можно подобрать такую ручку, которая будет соответствовать и требованиям, и потребностям вашего ребенка. Российские туристы заинтересовались отдыхом в Индонезии. В бархатный сезон этого года спрос на путешествия в эту страну у российских туристов увеличился в 6 раз. Доля азиатского направления в целом также увеличивается. С 9,5% до 14,5% увеличилась доля азиатских стран. Наибольший рост спроса пришелся на путешествия в Индонезию на 520%, Индию на 47%, Таиланд на 35%. По мнению экспертов, указанная тенденция связана с появлением новых авиарейсов, в том числе через Китай. Также среди всех зарубежных направлений отдыха выросла доля европейских стран с 7 до 19%. Больше всего российские туристы интересуются поездками в Португалию – 227% увеличения спроса, Испанию – 98%, Францию – 81%, на Кипр – 67% и в Черногорию, куда спрос увеличился на 49%. Ну и прямо сейчас в нашей студии член Союза художников России, лауреат и дипломант российских международных конкурсов по изобразительному искусству Мира Аргунова. На днях якутская художница вернулась с 18-го международного арт-симпозиума в Елабуге, где в числе 35 именитых художников из разных стран мира представляла Якутию. Мира, доброе утро. Доброе утро. Вот замечательное событие, представить Якутию среди именитых, опять же, художников мира. Расскажи об этом симпозиуме, как прошло все, твои впечатления, опять же. Ну, не первый раз участвуешь в таком. Да, действительно, симпозиум прошел великолепно. Приняли участие художники из 7 стран: Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Турции и разных регионов России. Мы создали произведения в разных техниках, включая эбру, печатную графику, батик и, конечно же, академическую живопись. Я создала диптих «Якутия, Татарстан, друзья навеки». Мне было очень приятно, что
генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, лауреат государственных премий по литературе, искусству и культуре Гульзада Ракиповна Руденко высоко оценила мою работу и сказала, что мне удалось точно передать смысл татарской народной пословицы о том, что беззащитного даже птица обидит. Да? Я уже думал, сейчас продолжится, что она попросила забрать эту работу себе туда. Эта работа остается в запасниках музея. Ага. Ну а чем-то этот симпозиум от предыдущих, в которых ты участвовал, отличается как-то кардинально? Может быть, какие-то фишки были вот этого года, которых не было раньше? Ну, во-первых, отличается темой. В прошлом году это была симфония труда, а в этом году Елабужское ожерелье, где ожерелье — это метафора разных народов, объединенных как бусины нитью общей мечтой о мире. И приняли участие новые страны и регионы России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Крым и Запорожскую область. Вот насколько нам известно, на симпозиум ты поехала из Горно-Алтайска, где у тебя сейчас еще, по-моему, до сих пор проходит выставка твоя персональная, называется она «6 глаз». Про эту выставку можешь рассказать? Выставка проходит при поддержке главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. На ней представлены результаты моего многолетнего труда. Картины представляют культуру народов России. Название восходит к алтайской народной поговорке «У народа 6 глаз», о том, что важно беречь свою репутацию. Вот говоря про поддержку, какую поддержку оказали, чтобы вот выставка состоялась? Ну, это была такая ситуация. Я много лет работала над коллекцией, занималась исключительно творческой работой, писала картины, думая только о творческом процессе. И когда коллекция была завершена, музей заинтересовался выставкой. Тут встал передо мной вопрос об организации и проведении. Мне казалось, это вообще неразрешимая задача, логистика, бережная транспортировка картин. Я просто не знала, что делать, и написала письмо Айсену Сергеевичу в соцсетях, через сеть ВКонтакте. Так эта выставка стала возможной на другом краю, на южном краю Сибири. Ага. Ну вот тут, наверное, классическая история, когда человек творчества, он забывает такие вроде бы, казалось бы, простые детали, и потом возникают с этим сложности вот в плане там организовать все, собраться и так далее. Ну вот на выставке были представлены две уникальные коллекции картины. По оценкам экспертов, это вот новое слово в искусстве, как они говорят. Вот чему эти коллекции были посвящены? Первая коллекция была создана по якутским пословицам и поговоркам. Она представляет собой серию из 18 картин, самостоятельных картин, которые при этом могут быть объединены в общее панно размерами 2 на 5,5 метров, тоже с общей композицией, а также могут быть представлены в виде нескольких панно меньшего размера по 2, 3, 4 картины. В данном случае она представлена в виде 2 панно по 9 картин. А вторая серия, якутский зритель ее уже знает, она носит интерактивный и инклюзивный характер. Ее могут увидеть даже люди с ограничениями по зрению. Ее мы создали совместно при крупной поддержке Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы и Республиканской библиотеки для слепых. Я хочу выразить большую свою благодарность главврачу больницы Ивану Петровичу Луцкану, кстати, вашему коллеге, человеку разностороннему, и директору библиотеки для слепых Айталине Семеновне и Евдокии и Евгении, сотрудникам библиотеки, составившим профессиональные тифлокомментарии к этой коллекции. Вот первая коллекция, как ты сказала, панно такое, то есть это, можно сказать, такая универсальная мозаика, как хочу, так и собрал. Ну, да, это уникально в академической реалистичной живописи. А вторая коллекция, насколько я знаю, она уже в Якутске была показана, ее уже могли где-то видеть, ну, может быть, зрители, якутяне. Да, действительно, она была представлена этой зимой в арт-галерее «Юргел» и в историческом парке «Россия. Моя история». Потом она была представлена также на днях презентации инвестиционного потенциала Якутска в Москве на Воздвиженке 10 и в постоянном представительстве Республики Саха-Якутия. Я хочу тоже поблагодарить мэрию Якутска и постоянного представителя Республики Саха при президенте Андрея Сандоминовича
Ивановича Федотова за оказанное мне доверие. Ну, наверное, немаловажный вопрос. Вдруг кто-то из наших зрителей в ближайшее время окажется там, в Горно-Алтайске. Как долго будет работать выставка, как долго можно будет ее посетить? Выставка будет работать до 27 августа. И, кстати говоря, хочу еще отметить, что позировал для первой коллекции человек, которым республика гордится, наш народный артист Республики Саха-Якутия, премьер Государственного театра оперы и балета Сарел Афанасьев. Ну вот, кстати, про то, что вот позировал, работа с натурой, почему вот именно он был выбран в качестве модели? У него одухотворенное лицо и непревзойденная пластика, он гений балета. Это было жизненно важно для этой серии. Ну и завершая наш разговор, наверное, все-таки выставка до 27-го продлится, но, я так понимаю, художник — это человек, который не останавливается на одной выставке, он творит, творит, творит. Есть ли уже какие-то творческие дальнейшие планы? Да, планов громаде, как говорится, и как только они будут реализованы, вы первые об этом узнаете. Хорошо. Ну и что и служит для вас вдохновением-то в этой работе? Все прекрасное в этом мире. Мира, спасибо большое. Ну, удачи, еще больше работ, еще больше выставок, конечно же, и просто хорошего дня сегодняшнего. Ну а мы продолжаем. В Тамоте состоялось открытие полюбившейся многим якутянам фестиваля авторской песни «Берег дружбы». Фестивальных традиций за 17 лет сложилось немало, и они вступают в свои права буквально с первых шагов, которые делают гости по территории лагеря «Берег дружбы». Продолжат наши коллеги. Фестиваль на побережье реки Алдан распахнул свои объятия для всех желающих поделиться творчеством, погостить на тамотской земле и просто обнять и пожать руки друг другу после долгого расставания. Мы сегодня побывали на республиканском фестивале «Берег дружбы», который уже организуется 17-й раз. Этот фестиваль проходит на берегу прекрасной реки Алдан, в городе Томот, Алданского района. И сегодня, участвуя на этом мероприятии, мы почувствовали, какой же прекрасный этот праздник, который организован для людей, которые приезжают сюда из многих уголков нашей республики и из многих городов нашей Российской Федерации России. Каждый год для районного отдела культуры Алданского района данное событие долгожданное, радостное, но имеет и свои определенные моменты сложности, как, допустим, удаленность не только от города Алдан, но и от города Томот. Ведь фестиваль проходит на поляне лагеря «Берег дружбы» в лесном массиве в 9 километрах от города Томот. В нашем городе Томот проводится очередной 17-й фестиваль авторской песни, на который съезжаются таланты со всей России. И это поистине здорово, когда в нашем маленьком городе собираются такие люди, такие таланты. Все участники размещаются в уютных корпусах, и многие вспоминают с теплом и ностальгией лагерное детство. Мероприятие проходит на подъеме чувств и эмоций. Многие заводят новые знакомства, встречают единомышленников не только в музыкальном плане. Ведь на фестиваль собираются гости не только из Тамота, Алдана или Якутска, но даже из России. Приезжают несмотря ни на что. Стоит упомянуть о том, что «Берег дружбы» — один из 6 фестивалей в стране, лауреаты которого могут пройти сразу во второй тур знаменитого Грушинского фестиваля, минуя отборочный. Это становится возможным, если в составе судейской коллегии ежегодно присутствуют члены жюри 3-го экспертного тура «Груши». На «Береге дружбы» такие эксперты есть. Дерзайте здесь и приезжайте на самый большой авторский фестиваль, напутствовала участников Наталья Кучер, которая также судит в последнем туре Грушинского. Открытие, как всегда, произошло волшебно. Оно мне всегда напоминает открытие Олимпиады 80, потому что здесь совершенно потрясающе делают сценическую поддержку, и это всегда тепло, очень трогательно, творчески, и использование детей в этих всех постановках, оно настолько радует глаз и сердце тешит, что невозможно не пустить слезу даже, но слезу радости. Есть много разных дел и сложностей у руководства Алданского района, но фестиваль является одной из визитных карточек района. Уважаемые друзья, я вам хочу сказать, что 17-й раз на территории Алданского района проходит фестиваль бардовской песни «Берег дружбы». Для нас это огромное событие. Я думаю, что событие даже не наше, а событие Республики Саха-Якутия по объединению, по внедрению настроения в наше общество. И мы, конечно же, вкладываем очень большой смысл
в берег дружбы. Работа на отборочных площадках и большом фестивальном концерте для жюри будет напряженной, но всем принесет удовольствие от роста уровня мастерства участников. Роман Сливкин, Виолетта Сыроветник, Ренат Нахеев, Томот. А прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. После вернемся мы и продолжим. Доброе утро. Коротко о главных событиях к этому часу. Спортсмены из 20 стран выступят в спортивной части Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Первый день основной программы форума начнется с утреннего забега «Мы бережем», где участники форума и жители пробегут дистанцию в 5 километров на острове Русский. Второй год подряд пройдет международная регата по академической гребле с участием ведущих спортсменов из России, Китая, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Сербии и Кубы. Гребцы выйдут на дистанции до 500 метров. Кроме того, в программу спортивных игр форума включен Кубок России по водно-моторному спорту и Кубок Росконгресса по конкуру. Также пройдут соревнования по игре ГО и масс-рестлингу. Правительство страны утвердило праздничные выходные дни в 2024 году. Так, самые длинные каникулы новогодние продлятся с 30 декабря по 8 января. Возможностей взять передышку в целом будет много. Традиционно радуют майские. Здесь сначала 4 дня отдыха с 28 апреля по 1 мая. Затем еще 4 с 9 по 12 мая. 3 дня выходных будет в феврале с 23 по 25 число и в марте с 8 по 10. 792 многодетных семьи выкупили благоустроенное жилье или же построили дом с помощью единой социальной выплаты. Для включения в единый реестр и получения выплаты многодетные семьи должны проживать на территории региона не менее 20 лет и состоять на учете местного самоуправления на улучшение жилищных условий. Размер выплаты составляет 35% от расчетной стоимости жилья и вычисляемой от социального норматива. Сейчас в республиканском реестре числится почти 2000 многодетных семей. Они, не ожидая очередь с этого года, могут получить свой денежный сертификат. Реализация денежного сертификата является целевое назначение, то есть средства должны быть направлены на строительство индивидуального жилья или на погашение целевого кредита, в том числе ипотечного. Размер денежного сертификата составляет 17,5% от расчетной стоимости жилья. А расчетная стоимость, она зависит от состава семьи и от средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья, который у нас утверждается ежеквартальным приказом Министерства строительства Российской Федерации. Вот в 3-м квартале этого года стоимость составляет 135 тысяч. Новые рекорды и нормативы. Якутяне стали победителями 2-х летних игр паралимпийцев. На их счету 6 золотых и 5 серебряных медалей. Вместе с тем они установили рекорд России и достигли нормативов мастеров спорта международного класса. Соревнования проходили с 10 по 17 августа. Команда под руководством тренеров сборной республики Петра Давыдова и Василия Аленова сумела отличиться несколькими медалями. Спортсмены гарантировали себе место в отечественной команде на паралимпийский год. Летние игры паралимпийцев у нас, значит, проходили по программе паралимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Париже. Это был первый этап отбора в сборную команду России. И наши ребята показали хорошие результаты и заявили о себе. Я хотел выиграть уже вот 6-й год, получается. В этом году у меня все получилось. Я очень рад этому. Благодарен всем своим друзьям, родственникам и тренеру в первую очередь. Очень тяжело было для состязания. Вот, я всегда проигрывал, 2-е, 3-е место занял. Потом на этот год вот получается выиграть чемпионат России. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Шоколад Аленка стал, так сказать, атрибутикой киберпанка советского. Посмотрите, как преобразилась девочка с упаковки этого известного шоколада. Недавно для видеоигры Atomic Heart российских разработчиков вышло дополнение «Инстинкт истребления». В нем разработчики добавили отсылку на известную шоколадку
Аленка. В мире советского киберпанка шоколадка получилась с футуристичной оберткой. Недолго думая, фабрика «Красный Октябрь» выпустила такую же Аленку, но уже не в игре, а в реальном мире. Обертка с советским дизайном из Atomic Heart осталась. И, как сообщается, это официальная коллаборация «Красного Октября» и студии Mantfish. Шоколадка получилась стилизованная под игру оформления, а на этом изменения закончились. По словам покупателей, вкус Аленки остался прежним, но, увы, пока что купить Аленку в стиле Atomic Heart нельзя. Первая партия киберпанк-шоколада отправилась в руки блогеров и журналистов. Возможно, Аленку в новом дизайне можно будет купить только в комплекте со специальным изданием Atomic Heart «Инстинкт истребления». Однако не исключено, что стильная шоколадка доберется до полок обычных магазинов. Ну а какая бы ни была обертка, шоколад всегда приятно кушать и запивать чаем. И, кстати, вот Иван-чай давно известен на Руси. Упоминания о нем датируются еще XII веком, но массово разводить его начали во время правления Екатерины II. Позже напиток из этого растения оценили жители Европы и Азии. Одним нравился его вкус, остальным успокаивающие и другие целебные качества. Растение и сейчас не потеряло популярности, люди его пьют для профилактики и лечения заболеваний, а ученые исследуют и находят все новые полезные свойства. В следующем материале узнаем, как его производят. Так собирается листочек, вот так раз, до желтого, видите, все готово. Так собирается цветочек сверху, и семечки тоже идут. По словам фермера, идея заняться производством иван-чая, или как ее еще называют кипреем, пришла летом, когда все цвело и пахло. Изначально мужчина делал чай для себя и своих друзей, но постепенно заказов становилось все больше и производство разрослось. Я этим занимаюсь, потому что это людям нравится мой чай, они меня постоянно хвалят, и это мотивирует очень хорошо. На своем участке фермер обустроил все необходимое для производства напитка. Здесь есть поля с иван-чаем и комната в доме для сушки сырья. География продаж чая Ибраима широкая. 90% это потребители из России, а также есть постоянные покупатели из Японии, Северной Америки и даже Австралии. А для меня это скорее хобби, наверное, больше. Образ жизни, потому что у меня не только иван-чай, у меня здесь вообще, чтобы жить на земле, нужно овладеть там десятками, если там не сотнями разных профессий. И это очень интересно. Там нужно быть и, не знаю, растениеводом, животноводом, строителем, плотником там. Фермер считает, что с уходом с российского рынка зарубежных компаний, которые поставляли в страну напитки, появилась возможность вывести популярность иван-чая на новый уровень. Иван-чай – это такой продукт, как зеленое, золотое, русское, считает фермер. Всем, кто заварил себе сейчас чашечку чая, желаю приятного чаепития. А мы продолжаем такой тоже интересной новостью из мира животных. Капибары приютили бродячего кота в зоопарке Куала-Лумпура в Малайзии. Бездомный кот Оен, живущий в клетке с капибарами и другими крупными грызунами в национальном зоопарке Нигара, стал официальным резидентом парка. Рядом с вывеской «Капибара» теперь красуется табличка «И Оен». В национальном зоопарке Нигара малайзийского Куала-Лумпура капибары подружились с рыжим котом Оеном. Посетители фотографируют лежащего пушистика в вольере. Вице-президент зоопарка Росли Рахмат Ахматлана рассказал, что никто не видел, когда именно Оен пришел к семейству капибар, потому что произошло это в период пандемии COVID-19. Постояльцы зоопарка сразу приютили рыжего гостя, а сотрудники начали прикармливать и следить за новым необычным членом семьи грызунов. Увидеть и запечатлеть Оена рядом с гигантскими грызунами – цель многих туристов, посещающих Нигару. Мне кажется очень милым, что капибары приютили Оена и что на вывеске теперь красуется и его имя. Я специально пришла посмотреть на него, сделать фото и видео, чтобы отправить их своим родным и друзьям. История удивительной дружбы капибар с котом привлекла большое внимание пользователей социальных сетей. По словам вице-президента зоопарка, ежедневно 95% посетителей приходят в Нигару, чтобы посмотреть на Оена. В июне этого года Оен получил официальную прописку в одной квартире с соседями-грызунами. Видео с установкой таблички «И Оен» под вывеской капибара, появившееся в ТикТок зоопарка, вызвало массу положительных откликов, комментариев и эмоций.
Вообще в жизни часто встречаются вот примеры такой вроде бы необычной дружбы разных зверей, которые вроде бы как в обычной природе произойти не могут. Вот буквально свежее воспоминание про приморский пример. Это когда тигр Амур с козлом Тимуром дружили. Правда, дружба их прошла всего полгода до момента, пока тигр не вспомнил, что он тигр. Вот. И козла пришлось от него отселить все-таки. И потом еще рассказывали, что козел очень сильно страдал по этому поводу. Ну, посмотрим. Здесь все-таки не тигр, здесь не козел. Здесь большой, достаточно крупный грызун по размеру с котом. И кот похожего немножко окраса с этим капибарой. Поэтому, я думаю, дружба эта может продлиться очень-очень долго. Ну и сегодня какая погода нас ожидает? Предлагаю эту информацию немножко повторить. Вдруг кто-то ее пропустил с утра, потому что осень уже наступает, нужно это понимать. И, собственно, по данным гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 4 до плюс 10 градусов. Холоднее всего в Бердигистяхе. В заречной группе от плюс 6 до плюс 13, холоднее всего в Итакёле. В южных районах от плюс 8 до плюс 10. Прохлада сегодня в Нерюнгре остановилась. В Вилюйской группе от плюс 3 до плюс 5. Плюс 3 сегодня в Нюрбе и Верхневилюйске. В Нижнеленских районах плюс 6, в западных от плюс 4 до плюс 7, холоднее всего в Ленске, плюс 4 градуса, в Колымо-Индигирской группе Улосов от плюс 5 до плюс 7, в Янских от плюс 2 до плюс 5, на северо-западе от плюс 3 до плюс 8, холоднее всего в Соскылахе, плюс 3 градуса. В Якутске сегодня в 6 часов утра температура воздуха была плюс 12 градусов, ветер 1 метр в секунду западно-северо-западный, а днем сегодня в столице республики ожидается без осадков, ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается на отметках от плюс 17 до плюс 19 градусов. Вот такая погода нас сегодня ожидает. Будьте готовы, уже нужно чуть-чуть потеплее одеваться. Ну а я вам желаю хорошего дня, отличного настроения. Завтра в этой же студии мы с вами встретимся и будем встречать уже 23 августа. До встречи!